Ақшам шәріфлеріңіз қайырлы олсын, үрметлі сөрджілер, Милли телеканалының эфирінде ачықлав программасы ве студиядамен Левиза Сейдбелялова. Невбеттаки ярым саат девамында, невбеттаки ачық субъектны деп қатыңызға тағдим етмеге біз енді азырмыз. Ве бүгін кенеде сайляв мевзусына қайтамыз. Сайляв компанияның кетишаты ве нетижелері ақында біз кенеде субъектлешечекміз. Ве студиямыздың бүгінгі мұсафыры Қырым бірлігі тешкілетін рейсі Сейтумер Неметулаев. Сейтумер бей, сәлем алейкум, қош келдіңіз. Алейкум сәлем, ақшам шәріфлер қайырлы болсын. Çok sağ olunuz Сейтумер аға, сізге де ақшам шәріфлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін сайляв ақында сөз көрсетecekміз. Тема выборов сегодня вновь в нашей программе звучит. 18 марта наряду со всеми крымчанами крымские татары также активно приняли участие в голосовании. Об этом мы уже также неоднократно говорили. Знаем, что в период предвыборной кампании организация Қырым бірлігі также принимала активное участие. Было много выездных встреч с гражданами. Вот расскажите, каким образом выстраивалась работа вот в этот период? Перед тем, как рассказать о выборах, я бы хотел выразить соболезнования от всего крымского народа, проживающих. То, что случилось с Кемерово, да, это горе родителям, всем соболезнования от нас всех. Ну, а то, что выборы, действительно, после того, как оно прошло, мы подвели итоги. Хочу сказать всем жителям Крыма, особенно нам, крымским татарам, которые пошли на выборы, за поддержку, за свой гражданский долг, который мы должны сделать от себя лично, от всего Қырым бірлігі, от всех жителей Крыма. Огромное спасибо. Крым татар миллетамыз сау болыңыз. Сейтумер аға, вот вы сейчас сказали, что это гражданский долг. Да? Вот насколько у нас сегодня в обществе, именно в крымско-татарском социуме, есть понимание того, что голосование и участие в выборах – это наш гражданский долг, долг каждого? Ну, мы же много ездим по селам, да, по районам. 13 января этого года мы объявили, что крымские татары поддержку нашего действующего президента идем на выборы. Абсолютно стопроцентно была поддержка. Да? Резолюцию такую приняли, это отправили и нашему правительству, и московское правительство. Ну, мы видели, что народ уже совсем по-другому мыслит. Каждый понимает, что мы хотим жить. Наши дети хотят учиться, получать образование и достичь того уровня, какой они себе желают. И мы им желаем, чтобы наш народ в социуме, у нас же в Крыму очень много национальностей. И когда все время, когда мы слышали, что крымские татары вот мешают жить или что-то, мы показали, мы не мешаем. Мы только помогаем всем жителям Крыма и России. И это еще раз подтвердилось 18 числа. Ну вот вы часто общаетесь с нашими соотечественниками в разных уголках Крыма. Вот как активно все-таки приняли участие наши соотечественники в данных выборах и насколько важно именно участие в едином голосовании и какова роль для нас в дальнейшем? Ну вообще, если взять вот историю и наблюдение, какое мы проводим, только выборы, которые будут в 2019 году, которые прошли в этом году, оно может дать то, что мы себе желаем и всем жителям Крыма желаем. Что такое выборы? Выборы – это человек, который поддерживает политику государства и понимает, от его даже с одного слова зависит все общее. Ну и мы объясняем взрослым, молодым и тем, которые моего возраста, многие начали понимать и говорить: да, Сейтумер аға, мы в Советском собирали, в Бахчисарае неоднократно, в Джанкое, Красноперекопске, в Симферополе. Везде, где мы ездили, люди, выслушав, все говорили: пойдем на выборы. И все до единого только об одном кандидате говорили, о Владимире Владимировиче Путине. Но оно подтвердило, оно 92% с лишним. Это очень хороший показатель. Еще раз подчеркиваю, спасибо всем жителям Крыма. Ну вот, Сейтумер аға, мы можем сейчас сравнить, конечно же, вот такого рода выборы впервые у нас в современной истории, да, в Крыму, но до этого крымчане также уже принимали участие в различного рода выборах. Но как изменилось настроение именно крымских татар? Ну, оно изменилось, настроение крымских татар, все телевизор смотрят, и когда мы видим с Европы, какое нагнетание идет несправедливое, когда кого-то там отравили, во всем виновата Россия. Извините за выражение, кто-то не там стал, тоже мы виноваты. Народ объединяется, народ хочет мира и жить в мире и согласии. Народ также понимает, что мы ложимся спать, встаем, открытое небо, мы защищены, ни о какой войне и думать нельзя. Но то, что сегодня делает Европа и Америка, я считаю, это кошенство в первую очередь над самим собой у них. Этим самым, если это даже произойдет, отзовут они всех своих дипломатов или что-то, Россия еще сильнее станет. В первую очередь духом и сплоченностью.
они это не понимают. А это подтвердило, когда была блокада, когда было у нас электроэнергию отключили. Все это объединяет людей. И я считаю, что следующие выборы еще больше люди пойдут. Люди и крымские татары, вот мой народ, я горжусь этим. Я всегда об этом говорил, где бы я ни жил, и в Херсонской области. Я горжусь тем, что я крымский татарин. Я горжусь тем, что мы очень миролюбивая нация и трудолюбивая. Это доказано неоднократно. Даже взять с 1944 года по сегодняшний день, все у нас акции очень мирные, дружелюбные. Народ работает, строит дома, бизнес. И вот возьмем 4 года, никто никому не мешает, кто хочет работать. Вот даже взять по Евпаторийской, взять даже у нас, как на Феодосию ехать, за 4 года сколько наши крымские татары, соотечественники, строят кафе, магазины, центры торговые. Алла берсин, кто не ленится сегодня, абсолютно все зарабатывают. И будут зарабатывать намного больше, чем когда-то зарабатывали. В этом я твердо убежден. Только труд, мир и согласие біздің халқын выведет на тот уровень, какой нужен. Теперь вот, когда о выборах говорим, уже надо говорить о тех выборах, которые будут в 2019 году. То есть постепенно нужно Да, начинать если готовиться. наши крымские татары пойдут 80-90%, во всех сельских советах, во всех районах, везде наших депутатов очень много будет. Теперь я спокойно и могу спокойно спать. 18 числа выборы показали, что мой народ всегда будет идти на выборы, будет участвовать во всей общественной жизни Крыма и Российской Федерации. Я считаю, что это очень большая победа. Сейтумербей, ну вот вы ранее отмечали, что действительно большинство голосов было отдано за действующего президента. Как вы считаете, почему? Потому что сегодня нашему президенту Владимиру Владимировичу и недруги не могут сказать, что это один из самых величайших людей этого столетия. Ну, можно так сказать, на Россию и на нас, крымских татар, Божья благодать. Аллах бізге ярдам жетіп, ол біздің президентіміз біздің ноги алып кетті. Без единого выстрела, спокойно, все мы сегодня перешли в Российскую Федерацию. Кто бы что ни говорил, на Украине сегодня той Украины, какая была, нету. Я всегда говорил и говорю, был переворот, захватили власть. Власть захватили сегодня националисты. Аллах көрсетмесін олардың içinde yaşama. Ну и все-таки вот среди наших соотечественников, крымские татары, также в большинстве своем отдают предпочтение именно действующему главе государства, так? В основном 99,9% крымские татары поддерживают президента Владимира Владимировича Путина. Другого они даже не представляют. Наш президент уже есть, был, это Владимир Владимирович Путин. И за него все татары голосовали. Ну, наверное, именно конкретные дела и поступки. Да, извините, я вас перебью. Да, конечно. Именно с тем, с кем я встречался, мы очень много встречались, очень много людей к нам идут, абсолютно все поддерживали действующего президента. Сейтумербей, вот как раз вы начали говорить о том, что часто встречаетесь с нашими соотечественниками. Вот знаем, что и в ходе предвыборной кампании очень активно проявили себя различные общественные организации, в том числе и Хорым Бірлігі. Вот встречаясь с гражданами, с какими в основном вопросами они обращаются к вам? Но, к сожалению, вопросов и нерешенных вопросов сегодня очень много. Да, это есть. Я верю в то, что они будут решаться только совместно, вместе. И вот это то, что мы на выборах показали, и власть к нам более лояльно будет относиться. Потому что многие думали, что то, что нам говорят из-за рубежа, мы будем их слушать. Их люди не слушают. Они уже людям надоели. Они уже своими поступками, что хотят идти на войну или что-то, они что хотят? Нас сегодня где-то 300-350 тысяч, половину, чтобы уничтожили. Аллах курсит место. Поэтому люди разумные, умные. Ну, когда люди видят о тех законах, какие за 4 года были, ну, это и все говорят, я повторюсь, о реабилитации, о государственном языке, о том, что вот джами строится колоссальная, красивая стройка, ну, будет жемчужиной, бриллиантом Крыма. Кто бы там что ни говорил. Я всю жизнь поддерживаю и православие, и иудеизм, и мусульман. Лично я в своей жизни и церковь построил. Со всеми атрибутами. В колхозе бывшей Грузии, Чингар, это я строил. В Новоалексеевке мечеть, абсолютно все. В Медведевке здесь под Джанкоем помогал очень много. Поэтому я святые дела тоже в жизни делал, которые есть. И моим детям, внукам это отдастся. Аллах смятецы, конечно. Ну, вот так.
Ну, все-таки вот о проблемах, о проблемных моментах, наверное, это все-таки в основном вопросы социального характера, да, то, что Ну, волнует наших Да, граждан. проблемы людей очень сегодня волнуют. Первое – это земля, Мгм. которые хотят получить. Но к этой земле, я думаю, Руслан Исмаиловичу мы обращаемся и говорим, обязательно ипотечный кредит для молодых семей должен быть. Участки получить – это очень важно. Но без ипотечного кредита наши молодые, многие сегодня не смогут строиться. Молодые семьи, значит, на 25 лет как-то давайте. Если 2-3 детей, значит, ипотечный кредит уменьшайте. 4-5 бесплатно давайте. Это должно быть, я об этом говорю уже года 3, сколько здесь живем. И я думаю, что этот вопрос будет поддержан и Государственной Думой, и президентом нашим, и Сергеем Валерьевичем Аксеновым. Это очень важно, потому что молодые люди, когда строят семью, самое главное – это жилье над головой. Когда оно есть, Конечно. спокойствие, благодать, и семьи целые, понимаете? Поэтому мы это понимаем. Ситумир Аға, ну мы знаем, что в последнее время Хырым-Бірлігі открывает филиалы в различных районах Крыма. Вот где на сегодняшний день уже есть ваше представительство? Джанкой, Мгм. Красногвардейск, Бахчисарай, Симферополь, Хошкель, да, Советская. Ну, сейчас планируем открывать в Кировском, там Аллах сметется, как получится у нас финансово. Мгм. Ну, каким образом вот налажена работа на местах, скажем так, кто их возглавляет, вот эти филиалы, и кто, собственно, отвечает за работу вот в районах? Ну, в каждом районе есть старшие от нашего Хырым-Бірлігі, абсолютно сопровождение юриста. И юридические консультации, которые там есть, мы даем абсолютно бесплатно. У нас есть случай Красногвардейский, Джанкой, когда мы суды довели до кондиции, выиграли, люди получили возмещенные свои средства, деньги. Очень довольны. Все, что от нас зависит, мы делаем. Мгм. То есть, если спросить, насколько востребованы вот такие представительства на местах, что вы скажете? Ну, оно востребовано, жизнь этого требует. Человек с Джанкой, допустим, кому 70, 75, 80 лет, чтобы сюда приехать, он за сутки раньше должен выехать. Приехал сюда, пока в этой очереди или что-то, там это все для них делается, сопровождается. И человек, который приезжает прямо к нам в офис, мы получаем эти документы, обращения. Вот у нас сегодня обращение, очень много жителей Джанкоя, это болотный поселок есть, с Красногвардейской есть. Ну, основной там дорог вообще нету, даже щебеночной дороги нету. Представляете, дети идут в галошах, в сапогах, садятся в автобус, родители забирают сапоги у них, обувь, они садятся, едут в школу. Сегодня 21 столетие, это не должно быть. Мы им объясняем, говорю, мы жили более 25 лет при Украине, вы жили. За 4 года же в один день все не строится. Как в народе говорят, сабаран туба саралтан. Говорю, сабаретан. Мы в этом участвуем, будем помогать. Люди верят, и эти люди все вышли на выборы поддержку президента. Мгм. Ну, а что касается молодых кадров, вот к работе привлекаете молодежь? Ну, так в жизни получилось. Алла ярдом мне насыл. Я более 20 лет был руководителем большого уровня и 10 лет главой администрации, около 10. Ну, я, как всегда, подходил, особенно кадровый вопрос, по профессионализму. Если нормальные ребята и профессионализм все будет, невзирая ни национальность, их сами найдут, пригласят, чтобы они работали. Учиться, учиться и учиться надо сегодня. Сегодня нужны только настоящие специалисты. Юрист, если он должен быть настоящим юристом, который знает все законы от А до Я и подкованный должен быть. Также остальные специалисты, до земельных вопросов, прокуратура, милиция, сельское хозяйство. Я сам сельхозник. Ну, так в жизни повезло. Был заслуженным работником Украины. И люди пригласили, стал председателем колхоза. Значит, видели, что-то во мне было. И оно пошло. Я по возможности помогал всегда своей нации и всем жителям. Но что основное, что я смог сделать? Это первым мы выбрали государственный язык крымско-татарский Новоалексеевки. Это благодаря лично моему участию, потому что я это решал через Киев, через губернатора Херсонской области Костяка Николая Михайловича. Ну, назначение на директора школы назначил Ленура Люманова. Так, главного врача больницы, земельных ресурсов. Но это люди-профессионалы, которых мне не стыдно было ни перед кем. Поэтому, где наши крымские татары особенно работают, всегда надо подходить к этому очень серьезно. По профессионализму. Если будет, как у украинцев было, кумовство, родственники, братство, порядка не будет. Сегодня по-другому вообще нет. Мы живем в другом измерении. В том, что мы жили, это совсем другое. Сегодня, если ты компьютерщик, должен быть гением.
Сегодня, если ты врач-хирург, должен быть гением. Наши ребята же очень много врачей, которые учатся в Москве, работают, гениев много. Они все понимают, что только труд и профессионализм, еще раз повторяюсь, атаржана стоит мабримим. Зинат чосан, зинатын yerinde olsa seni vakt korup işke de alırlar. Орандан да яшар. Если ты огородник, значит, должен быть настоящим огородником. Вот так. Если ты, допустим, сегодня преподаватель вуза или университета, студенты – это самый чувствительный народ. И они чувствуют, преподаватель достойный тебя учить или недостойный. Если достойный, наши ученики, студенты не замечают, как 45 минут проходят, еще согласны сидеть и получать знания. Поэтому и учителя, и преподаватели должны быть достойны своей профессии. Угу. Ну, Сейтумирбей, вот все-таки говоря о молодежи, сейчас, воспитывая вот подрастающее поколение крымских татар, вот как вы считаете, вот как родитель даже, да, вот какие качества детям нужно прививать? Ну, вот я лично сижу вот и извинения прошу всего своего народа. Я за собой чувствую, что вот мои внуки очень плохо на крымско-татарском языке разговаривают. Это самая большая ошибка моей жизни, и именно меня. Так получилось, я жил в Новоалексеевке, дети жили здесь, и также всех. В первую очередь надо начинать. Ана тилинден. И тогда все прививается. С языком матери у тебя сердце, и все с народом растет, понимаете? Что такое язык? Это объединяющий всего. Ты родился крымским татарином, умрешь крымским татарином. Он очень вам советую, что мы этим должны в первую очередь сами, дома, с рождения ребенка, а потом требовать в вузах. А вообще, зная крымско-татарский язык, они должны понять, будешь знать языки тюркского народа. Тюркский народ, второй народ не только в России и мире, их нас очень много. Более миллиарда, которые знают. Все, у тебя открываются все двери перед всеми государствами, ты разговариваешь. Если даже не разговариваешь, ты понимаешь, о чем они говорят. Это очень важно. Сейтумирбей, ну, хочется все-таки вернуться к вашей организации. С какими организациями поддерживает связь Харым-Барлига, и вот каким образом выстраиваются какие-то совместные мероприятия, проекты, возможно? Ну, Харым-Барлига, это мы 30 ноября 2014 года создали общественный совет крымско-татарского народа. Более 20 общественников влились. Мы друг друга все поддерживаем, решаем вопросы. Вот даже 13 января, которое было в гостинице «Москва», ну и Миллет был, снимали это. Как единогласно все, кто были, поддержали. И мы объявили не только Крыму, на всю Россию и на весь мир, что крымские татары поддерживают президента. И пошли, это очень важно. Сама организация Харым-Барлига, мы же первыми создали ее 11 июня 2014 года, еще никого не было. И по законам Российской Федерации мы получили лицензию, абсолютно все нас благословили. И вот, считайте, мы 4 года идем и работаем. Постепенно где-то у нас ладится, где-то у нас не ладится. Мы, красиво это или нет, вот работая 4 года, ни одной копейки ни у кого не получили. Мы тратим лично свой семейный бюджет на пользу своего народа. Я даже не знаю, откуда это у меня получилось. С сыном все, мы сели, и остановиться мы уже не можем. Сейтумирбей, ну вы как руководитель организации, вот какие можете обозначить основные цели и задачи вот Харым-Барлига? Основные цели и задачи, в первую очередь, Бугун Аллах сметится, к нам вот и сейчас обращаются, и, ну, их самозахват называли, или как, я не называю это самозахватом, язык мой не поворачивается, нехорошее слово. Люди, где хотят жить, строиться, дома получать, их защищаем. Теперь гражданство, кто хочет, реабилитацию, абсолютно все вопросы. К нам не только крымские татары, и русские идут, и греки идут, жители, которым вопросы. Все мы стараемся это решать на благо их семей, на благо жителей Крыма и России. Ну, какие основные ближайшие планы, проекты, которые будут реализованы организацией Харым-Барлига? Ну, основное, мы вот сейчас, когда встречались с избирателями, обещали им, что будем встречаться с Сергеем Валерьевичем Аксеновым и будем ставить вопросы, в первую очередь, вот эту улицу, дороги, чтобы там сделали с твердым покрытием. Может, асфальт сегодня и не получится, но твердое покрытие обязательно нужно. Несомненно, Сейтумир Ага, что для нашего народа на сегодняшний день это главное единение. В единстве наша сила. Вот что нам необходимо для того, чтобы на сегодняшний день крымские татары были едины и сплоченные?
Но вы настолько сложный вопрос задали, но мое мнение, эти выборы уже показали, что у нас пошло сильное единение. Раз народ пошел на выборы и дали голос тому, кого мы считали нужным, и они посчитали, это уже нас объединяет. И оно будет объединять нас с каждым днем все больше и больше. Ну а сегодня пройдет инаугурация, и мы будем видеть, сколько еще дополнительно делается Крыму. Да, сегодня строятся федеральные дороги. Завтра и Джанкойский район дойдет, и Красногвардейский. Деньги-то выделяются. Школы очень красивые, садики. Но только слепой может не увидеть, услышать то, что делается. Но мы это видим. Ну и в завершении, что можете пожелать нашим телезрителям? Ну, нашим телезрителям хочу пожелать, чтобы каждый, вставая утром, Аллах'ın дуасымен, желал счастья не только себе, и всему, с кем живет рядом, соседям, с народом со своим, тогда все будет хорошо. Аллах'ın adına yürümek gerek. Сейтумер аға, бүгін студиямыздың мұсафыры олып, бөле ачық субъектінің иштиракчысы олғаныңыз үшін çok sağ olunuz. Бүтін ішлеріңізді Аллах олай кетірсін, сау Амин, olunuz. ярабым. Урметлі сәржілер, мен хатырлатам, бүгін студиямыздың мұсафыры Қырым бірлігі тәшкілятының рейсі Сейтумер Неметулаев олды. Ачықлав программасы бөлелікнен сонына келді. Ақшамларыңыз рад кешсін. Көрішмек үзірем. Саулықне қалыңыз.